Hello, pupils. How are you? I hope you are fine. My name is Yerkina Svetlana Alexandrovna, and I am an English teacher from Coxayak School Dulati. Let's study Unit 2 Sports, lesson time and activities. And today at the lesson we will ask for and tell the time, talk about free time activities. Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы с вами будем спрашивать и отвечать на вопрос «Сколько время?». Мы также поговорим о занятиях в свободное время. Open your students' books at page 21. Repeat after me new vocabulary. Jazz Center, Music Club, Basketball Club, Film Club, Baseball Club, Photo Club. Open your copybooks and write down new words. Jazz Center – молодежный центр. Music Club – музыкальный клуб. Basketball Club – баскетбольный клуб. Film Club – киноклуб. Baseball Club – бейсбольный клуб. Photo Club – фотоклуб. The next pupils will learn how to tell what time is it. Сейчас, ребята, мы научимся с вами разными предложениями задавать вопрос «Который час?». Repeat after me. What time is it, please? What time is it now? What's the time? How you got the time? Excuse me, what's the time, please? Это 5 вариантов, как мы можем спросить «Который час?». There are 3 prepositions of time in English. В английском языке 3 предлога времени. At, в, past, после, to, до. Взгляните на циферблат. Он разделен на 2 части. В одной половине написано past предлог, в другой половине написан предлог to. Итак, если количество минут от 1 до 30, мы используем предлог past в значении после. Например, it is 7:05. 5 минут 8. В русском языке указывается последующий час, в английском предыдущий. Если дословно, то 5 минут после 7. Если количество минут от 31 до 59, то используется предлог to в значении до наступления следующего часа. Например, it is 10 minutes to 7. Без 10 минут 7. Но если переводить дословно, то 10 минут до 7. Следующее. 15 минут принято называть четвертью часа. По-английски это quarter. То есть, если говорят о начале часа, то используют предлог past. После указывают наступивший час. Например, it is 5:15. 15 минут 6. А если мы говорим без 15, то это тоже четверть часа. И тут мы говорим предлог to. И называем опять же наступивший час. It is 4:45. Без четверти 5. Или без 15 минут 5. Половина. Половина переводится как half. И всегда используется с предлогом past. At 7:30. Половина 8. То есть дословно половина после 7. Ровно час мы называем o'clock. То есть it's 10 o'clock. Ровно 10. Или it's 6 o'clock. Ровно 6. Let's practice the time. Open your pupils' books at page 21. Exercise number 1. Draw lines to match the clocks to the time in words. Ребята, откройте учебники и выполните первое задание. Итак, соедините линиями время
и картинки на часах. То есть время на циферблате. The next task. What time is it? Say what time is it on this picture. The first, the second, and so on. Следующее задание. Назовите, сколько время на данных картинках. Exercise number 5. Listen and repeat the dialogue. What activity is Jim interested in? Here's the activity center web page with the different clubs. When's the film club? It's on Thursday. What time is it on Thursday? At 5 o'clock. Great. Are you interested in it? No, I like sport. I'm in the baseball club. It is on Friday at 6 o'clock. Pupils, prepare a dialogue. Change the words in blue in exercise 5 using information on the website. Then practice your new dialogue. Ребята, ваше задание заменить в диалоге номер 5 предложение синим цветом выделенным на другие развлечения, другие времяпрепровождения, которые указаны на веб-сайте в упражнении номер 4. Thank you for your attention. The lesson is over. Goodbye.